Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде обсудили перспективы газопровода ТАПИ. Сердар Бердымухамедов поздравил Александра Лукашенко с 70-летием. В Туркменистане стартует месячник безопасности дорожного движения и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю его юбилея – 70-летия со дня рождения. В своем послании глава Туркменистана пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также новых успехов во всех начинаниях на благо народа Республики Беларусь. В Ашхабаде прошли ключевые переговоры по развитию сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе между представителями Туркменистана и Узбекистана. В ходе серии встреч стороны провели всесторонний анализ текущего состояния взаимодействия в энергетической сфере и обсудили перспективные направления его расширения. Особое внимание было уделено поиску новых возможностей для углубления партнерства между Ашхабадом и Ташкентом в области ТЭК. В Ашхабаде состоялась серия важных двусторонних встреч с делегацией Афганистана. В ходе переговоров афганская сторона выразила глубокую заинтересованность в расширении сотрудничества с Туркменистаном, отмечая впечатляющий прогресс страны во многих сферах. Центральное место в обсуждениях заняли вопросы укрепления взаимовыгодного партнерства в различных отраслях экономики. Особое внимание было уделено перспективам реализации крупномасштабных совместных проектов. В столице Туркменистана состоялось заседание Совета директоров компании ТАПИ Пайплайн, на которой рассматривались ключевые аспекты реализации проекта газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Участники встречи подчеркнули стратегическую важность этого масштабного энергетического проекта для региона и обсудили дальнейшие шаги по его реализации. Совет директоров подчеркнул необходимость продолжения активной работы над проектом и выполнения всех предусмотренных мероприятий для успешного завершения строительства газопровода. С 1 по 30 сентября 2024 года в Туркменистане пройдет масштабный месячник под лозунгом «Безопасность дорожного движения, спокойствие нашей жизни». Акция охватит Ашхабад, Аркадак и все вилаяты страны. Цель данного мероприятия – просвещение граждан в области правил дорожного движения, предупреждение нарушений и формирование уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения. В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтум-Кули с большим успехом прошел праздничный концерт, посвященный 300-летию со дня рождения великого поэта. В концерте приняли участие лучшие бахши со всех вилаятов страны и города Аркадак. Поскольку концерт был задуман как театрализованное действие, сцена была оформлена в стиле туркменской юрты. Правительство Намибии утвердило план по убою 723 диких животных для обеспечения продовольствием жителей, пострадавших от сильнейшей за последние десятилетия засухи. Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и туризма объявило, что среди животных, подлежащих отстрелу, 83 слона, 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых гну, 300 зебр и 100 антилоп. Отстрел будет производиться в национальных парках и общественных зонах с устойчивой популяцией дичи. Для выполнения этой задачи наняты профессиональные охотники. Энни Джудис, 80-летняя жительница США, вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, став самой возрастной женщиной, удержавшей планку более 3 минут. Ее результат – 4 минуты и 3 секунды. Джудис, которой скоро исполнится 81 год, ведет активный образ жизни. Она тренируется трижды в неделю и делится своим опытом в блоге, насчитывающем более 65 тысяч подписчиков. Обычно на тренировках Энни держит планку около минуты. Идея установить рекорд возникла у Энни в память о ее покойном муже Гэри. За 44 года брака они воспитали 3 детей и часто соревновались друг с другом в спортзале. Это не первое достижение Джудис. В 75 лет она уже становилась рекордсменкой, как самая возрастная прыгунья на скакалке. Теперь Энни планирует покорить новые вершины, например, стать старейшим человеком, дольше всех висящим на турнике. Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду был удостоен престижной награды как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Роналду, выступавший за такие клубы, как Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус, установил впечатляющий рекорд, забив 140 голов в 183 матчах турнира. Его достижения в Лиге чемпионов поистине феноменальны. Пятикратный победитель турнира, 7-кратный лучший бомбардир сезона, рекордсмен по количеству голов в одном сезоне и единственный игрок, отличившийся в 3 финалах. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.